Ваша честь, адвокат Борисов Юрий Борисович. Я не участвовал в самом первом судебном заседании суда первой инстанции о избрании меры пресечения. Ну, потому что, да, там все было очень быстро. Которое было 18 сентября прошлого года. Ну, увидев, как Дагира Зейдиновича ведут в позе приговоренного к пожизненному, то есть 90 градусов, на следующий день после задержания, 17 сентября задержали в Лефортовском районном суде города Москвы, когда он был в качестве, да он и сейчас в качестве защитника гражданина Юсуфова Раюдина Айдахадеевича. На следующий день вели, ну как, только собаки не хватало в чарке рядом, к судье Левашовой. Увидев, как его поместили в металлическую решетку, что отказали в ходатайстве моего коллеги, передо мной выступавшего адвоката Ижикова Максима Юрьевича, что необходимо, чтобы адвокат, что вообще гражданин не находился в металлической решетке, а находился рядом с защитником. Узнав потом, да, что заседание было закрыто по обоснованию возможности оглашения сведений, осуществляющих государственную тайну, у меня не было сомнений, что надо включаться в группу, которая образовывалась в защиту нашего коллеги. И до сих пор совершенно нет иной позиции. Я участвовал в апелляции 16 октября прошлого года в Московском городском суде на избрание, на постановление судьи Басманного районного суда города Москвы Левашовой об избрании меры пресечения. А также 13 ноября в Басманном суде на первое продолжение стражи, где председательствовал судья Николаев. И там выражал надежду, и сейчас выражаю, что будет соблюдаться презумпция невиновности. В той части, что у стороны обвинения существует юридическая обязанность. Не только что на стороне обвинения находится бремя доказывания, но юридическая обязанность опровержения довода защиты, о чем гласит часть 2 статьи 14 Уголовного процессуального кодекса. То есть все, что мы тут говорим конкретно, хотелось бы услышать, очень бы хотелось, от стороны обвинения. И также потом очень бы хотелось выразить свое отношение в данной позиции, выступая с репликой. Чего не всегда бывает, к сожалению. Также выражаю вторую надежду, что в описательно-мотивировочной части судебного акта, который состоится по данному делу, будет дана оценка судом апелляционной инстанции тех доводов, которые приводятся. Хотелось бы это увидеть. Я нашел 11 доводов, было бы меньше, было больше, было больше, которые, по моему убеждению, являются правовыми основаниями для отмены постановления судьи Басманного районного суда города Москвы по делу номер 32/970/2019 о продлении стражи, меры пресечения, продлении стражи в отношении гражданина Хасава Дагира Зейдиновича, кстати, являющийся специальным субъектом уголовного процесса, как имеющий статус адвоката, наряду, который приравнивается по пункту 10 части 1 статьи 448 к прокурору района города и заместителю, естественно, и также руководителя следственного дела по району города. Мой первый довод
Хочу очень подробно рассказать и достаточно быстро. Полагаю, что районный суд в лице судьи, даже секретаря судебного заседания, не правомочен федеральным законодателем, то есть это Федерации и Государственной Думой, на исполнение своей юридической обязанности по отправлению правосудия, в том числе и по продлению срока содержания по страте. На основании подпункта 2 части 2 статьи 29 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Да, статья 29 это общие обязанности суда, полномочия суда называется. Ну, естественно, там полномочия не только в этой статье в Уголовном процессуальном кодексе. В порядке, установленном многонациональным народом Российской Федерации, указанным в статье 128 части 3 Конституции Российской Федерации по следующей причине. Это недавно наш президент участвовал не так давно в саммите в Париже, по нормандской четверке, сказал гениальную фразу, может, надо брать стиль на вооружение. Давайте внимательно читать Минские соглашения. Сначала выборы в двух республиках, Донецкой Народной Республикой и Луган, а потом уже установление контроля над госграницей между Украиной и Россией. Что прямо противоположно предлагал президент Зеленский Украины. Я предлагаю внимательно прочитать Конституцию Российской Федерации в части, всего одну часть, 128 часть 3. Полномочия, порядок образования деятельности Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации и федеральных судов устанавливается федеральным конституционным законом. Еще раз повторюсь, без лишних органов. Ну, без тех органов, которые не имеют отношения к данному процессу. Полномочия федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. Если бы решения принимались первым судьей, я бы такие доводы не приводил, потому что мировой суд не является федеральным судом. Федеральный конституционный закон принципиально отличается от федерального закона. Те, кто изучали юриспруденцию. Это, во-первых, должно быть не принятие закона, а одобрение двумя третями депутатов Государственной Думы. А должно быть одобрение не большинством, а 3/4 членов Совета Федерации. И президент обязан подписать, только если не было процессуальных нарушений в плане вот этих вот долей голосовавших. Естественно, федеральные конституционные законы применяются по тем темам, которые конкретно поименованы в Конституции Российской Федерации. Их где-то или 15, или 16, не так много. Почему депутаты 3-го созыва Государственной Думы в 2001 году, 24 ноября, приняли, а не одобрили? Может быть, они набрали 2/3, не знаю. Может быть, просто не читали Конституцию. Может быть, потому что, ну так же, что до сих пор у нас не создано Конституционное собрание, хотя должно быть. Уважаемый адвокат, вынужден вас остановить. Напомню вам о таком понятии, как предел судебного разбирательства. Предметом рассмотрения в рамках настоящего судебного заседания является вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении ваших подзащитников. Поэтому я прошу перейти непосредственно к обсуждению данного вопроса и вашим доводам. Я вас понял. Ваша честь, я вас понял. Решение, точнее, постановление, да, в данном случае, принимал Басманный районный суд. Полагаю, что он не управомочен был в соответствии с Конституцией на исполнение данного действия. Это мой первый довод. Если бы статья 29 Уголовного процессуального кодекса была принята в действие федеральным конституционным законом, а не федеральным законом номер 177 ФЗ от 25 декабря 2001 года, я бы такой аргумент не приводил. Второй аргумент, второй довод. Судья районного суда незаконно допустила следователя Павлову Екатерину Ивановну, находящуюся здесь, в качестве участника судебного заседания. Первой инстанции. При рассмотрении вопроса о продлении стражи. Да, следователь имеет право при избрании быть в апелляционной инстанции, как тут сейчас. И это особо оговорено в отдельных правовых нормах Уголовного процессуального кодекса. Но ни следователь, ни руководитель следственного органа, ни законный представитель несовершеннолетнего, ни дознаватель не управомочен, в отличие от избрания, участвовать в судебном заседании по продлению стражи. Если ошибаюсь, пожалуйста, я надеюсь, что сторона обвинения укажет на мою ошибку, я буду благодарен. А суд как раз на мнении следователя Павловой тоже ставил в основу своего судебного постановления, как можно посмотреть на странице 5 постановления. Абзац 8. Довод 3.
Судья районного суда необоснованно отказала в вынесении частного определения в адрес председателя Следственного комитета за нарушение срока трое суток для рассмотрения жалобы подано в порядке 124 ПК. Если бы моя жалоба была бы удовлетворена и было признано незаконное возбуждение уголовного дела, мы бы сейчас тут бы не находились. Почему считаю незаконным? Ну потому что ответ был подписан следователем Донского не через трое суток, хотя он является подчиненным руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел. А был подписан 18 ноября на 28 сутки. А канцелярия Следственного комитета отправила от себя с Технического переулка 2 1 декабря, через 2 недели. Это не волокита, это не нарушение срока, установленных статьей 124 Уголовного процессуального кодекса. Полнейшее нарушение, влияющее бесспорно на решение вопроса вообще о законности возбуждения уголовного дела. Насчет возбуждения районный суд пишет на странице 3, что вывод районного суда о том, что данное уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, страница 3, абзац 7, противоречит уголовному процессуальному закону, упоминаемому уже здесь, пункту 10, части 1 статьи 448, так как гражданин Хасанов Дагир Зергинович является адвокатом. Вопрос, в общем-то, не такой простой. Почему? Который может показаться с первого раза. Потому что в правомочиях руководителя следственного органа, в части 1 статьи 39, там указано, что правомочия руководителей иных следственных органов, ну, кроме председателя Следственного комитета, по субъектам, районам, устанавливается приказом Следственного комитета. И такой приказ имеется, в том числе консультанты. Ну а также, естественно, на соответствующие приказы Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в которых имеются, соответственно, Следственный департамент и Следственное управление. Но далее, то есть можно было бы уже так вот читать, прочитав статью 39, часть 1, что там, где прочитаешь руководитель следственного органа по субъекту, ну, значит, берем приказ и, скажем, руководитель следственного органа по аэродрому Байконур вправе это делать. Это как пример, конечно. Так же, как руководитель главка по расследованию особо важных дел Центрального аппарата Следственного комитета. Но в дальнейшем в Уголовном процессуальном кодексе есть 8 правовых норм. В 3 правовых нормах федеральный законодатель уполномачивает не только руководить на производство отдельных следственных действий, на продление срока свыше 6 месяцев, на продление срока ознакомления с материалом уголовного дела свыше 30 дней, 30 суток, а также на продление следствия. Не только уполномачивает не только руководителя следственного органа по субъекту, но и руководители иных следственных органов. То есть имеется 2 категории все-таки. А вот спецсубъекты, куда входят и судьи, и прокуроры, и депутаты, и избиркомы и так далее, и адвокаты, и следователи, и уполномоченные по правам человека. 448. Там нету руководителей иных следственных органов. Конечно, я надеюсь, что рано или поздно будет дана соответствующая судебная акт, вступивший в силу о том, что 17 сентября 2019 года господин Расохов, руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета, незаконно возбудил уголовное дело. Потому сделал вообще-то заместитель председателя Следственного комитета, курирующий данный глав, господин Краснов Игорь Викторович. Ну, о том, что было нарушение сроков и волокита со стороны Следственного комитета при исполнении моих жалоб, это очевидно. Также, для полноты картины, так как у нас принцип всесторонности, 23 декабря подал жалобу на имя генерального прокурора с проектом прокурорского протеста в адрес председателя Следственного комитета. Через 3 дня в той же приемной, в городе Москве, на Благовещенском переулке, узнал, ну что, исполнитель не назначен, жалоба не на контроле, направлена в 34-е управление, которое занимается расследованием особо важных дел. Ну это разве не волокита? Мы вынуждены был подать поспанный районный суд в порядке 125 с обязанием, с просьбой обязать генерального прокурора все-таки выполнить срок, установленный статьей 125, в течение 3 суток дать ответ.
Довод номер 5. Судья районного суда не установила незаконность и необоснованность вменения или комбинирования, кто, как говорит, гражданину Хасавову обвинения по 2 статьям особенной части Уголовного кодекса. Да, что вот очень приятно работать с Дагир Зеркиновичем, что все мы понимаем друг друга с полуслова. Стороной обвинения гражданин Хасавов обвиняется в совершении 2 преступлений. Предусмотрено 294 воспрепятствование осуществлению правосудия и статьей 309 подкуп или принуждение к даче показаний, или уклонение от дачи показаний, либо неправильный перевод Уголовного кодекса. Однако ни следователь Следственного комитета, ни прокурор в своих прениях, которые были 13 ноября в Басманном районном суде, ни судья районного суда, вынесенным постановлением, не приводят разделения каких-либо действий гражданина Хасавова Дагира Зайдиновича по каждой из указанных статей Уголовного кодекса. Позиция, есть 2 преступления, значит, есть 2 состава, 2 корпуса деликта. В каждом есть объективная сторона. Где эти объективные стороны? Когда? Где? Кто понятно. Хасавов Дагир Зайдинович, якобы. Что сделал? Почему сделал? Какой способ? Следователь Донсков говорит утвержденного начальника Мерцова, адвокат Хасавов совершил действие, направленное на воспрепятствование правосудия. Это, то есть статья 294. Путем принуждения потерпевшего Фатулаева к даче ложных показаний. Это уже статья 309. Судья районного суда в своем постановлении на 6 листах не дала никакой оценки моему доводу изложенному прения, что это непонимание сущности предъявленных обвинений по 2 статьям. Если бы судья установила причинно-следственную связь, как без нее, между конкретными действиями гражданина Хасавова Дагира Зайдиновича и объективной стороной статьи 294 Уголовного кодекса, также между конкретными действиями гражданина Хасавова и объективной стороной статьи 309 Уголовного кодекса, я бы не приводил сейчас, конечно, этот довод в суду, апелляционной инстанции. Довод номер 6. Судья районного суда не установил конкретные обстоятельства, являющиеся правовыми основаниями вынесения постановления о продлении срока содержания по страже гражданина Хасавова Дагира Зайдиновича. В качестве фактов, якобы фактов, обосновывающих продление указанной меры пресечения, суд установил непризнание Хасавовым Дагиром Зайдиновичем существа предъявленного обвинения. Он что, обязан признавать? Тогда вообще надо отменять оправдательные приговоры. Его осведомленность о методах оперативной работы. Это, остается пожелать прекрасной жизни всем, кто желает заниматься в будущем оперативно-розыскной деятельностью. Что потом это может быть вменено. Наличие заграничного паспорта. Слава Богу, наконец-то у нас следователь Донсков по акту принял заграничный паспорт. Теперь не будут в суде звучать сомнения, что гражданин Хасавов может покинуть нашу страну. Неоднократные выезды за границу, он же не просто так выезжал, Дагир Зайдинович, он в Страсбург ездил. В Европейский суд по правам человека и не только туда. Привлечение ранее к уголовной ответственности за совершение преступления. Это одна соседка говорит другой, извините, да? Вы вчера в гостях были, а ложки пропали. Как вы могли подумать, ложечки нашлись, а осадочек остался. То есть осадочек остался, конечно, видимо, стороны обвинения. В 2012 году возбудили дело, в 2017 году оно было прекращено за истечением срока давности. Какая здесь причинно-следственная связь? Какая вина Дагира Зайдиновича? Он вправе возражать против прекращения дела по нереабилитирующему основанию. В надежде, скажем, получить право на реабилитацию. Но Дагиру Зайдиновичу была более ценной возможность не на это тратить время, а оказывать квалифицированную юридическую помощь по своей профессии. Да, он потерял право быть судьей. Это не входило, потому что по нереабилитирующему основанию, в соответствии с законом о статусе суда. Но это не входило в его жизненный план. Если так следствие работало и так осуществлял надзор за следствием прокуратуры плохо, что не успели в установленный срок, зачем об этом опять вспоминать, что все-таки, знаете, ложечки нашлись, а осадочек остался? Это довод 6, все-таки наверное, самое лучшее, то есть, как никак лучше, по-моему, субъективно мне подходит
бессмертный роман Юлиана Семенова, книги «17 весны», где уставил начальника гестапо Мюллера, который прекрасно сыграл Леонид Бродевой. Мы, сыщики, должны выражаться существительными глаголами. Уважаемый адвокат, Да. я снова остановить, поскольку уже не будет запрет дела судебного разбирательства. Непосредственно по предмету настоящего судебного производства. До сих пор не видно, я не увидел конкретные обстоятельства, установленные стороной обвинения, которые имели хоть какую-то причинно-следственную связь к вменяемым двум статьям обвинения. Дальше. Довод номер 7. Судья отвергла доводы защиты, используя опольную ссылку на решение ЕСПЧ. Но знаете, когда вот суд ссылается на решение Европейского суда по правам человека о разумных сроках судопроизводства, не приводя конкретное дело, то есть дату, какой гражданин против какой стороны, номер дела, ну это что, является правовым основанием судебного акта? Ну, думаю, что это не совершенно... Ну, знаем мы Европейский суд, он находится по правам человека в городе Страсбурге, который является городом Французской Республики. Ну и что с того? Довод номер 8. Судья районного суда допустил существенное нарушение уголовного процессуального закона, часть 1 статьи 389.17, продление самой строгой меры пресечения, заключения приказа. Необоснованная невозможность применения других, более мягких мер процессуального принуждения. Мало того, прокурор, который участвовал в суде первой инстанции, в Басмановом суде, под самый занавес, под самый конец, обвинила сторону защиты в том, что мы не обосновали возможность применения более мягких мер. Ну, о чем я высказывался потом в реплике кратко. Ну, время-то доказание не на стороне защиты лежит. На это даже студенту вернуться, понятно. Довод номер 9. Судья районного суда не представил, о чем я говорил, Загиру Зельдиновичу, который имеет статус сейчас обвиняемого, находящегося под стражей. Вот. Последнее слово, в отношении которого решался вопрос о продлении. Ну это как? Я не знаю, совершенно ненормальное явление просто-напросто. О чем я и ходатайствую в вынесении частного определения по этому вопросу в адрес судьи Левашовой, судьи Басманова районного суда города Москвы, ой, не Левашовой, извините, Николаевой, Евгения Сергеевна. Довод номер 10. Судья районного суда в описательно-мотивировочной части своего постановления дала оценки бездействию прокурора по исполнению юридической обязанности, я об этом говорил, вытекающей из презумпции невиновности, опровержение доводов, приводимых в защиту обвиняемого. Мы слышим только одно – необоснованно. Я привожу статью Конституции, я привожу правовые нормы Уголовного процессуального кодекса, я не поднимаю судебную практику. Даже не ссылаюсь, это коллеги ссылаются, правильно делают, на плену Верховного суда. И это все не обосновано. Понятно? Какая-то мантра просто стороны обвинения. Ну потому что нет даже конкретно, а кто, когда, где совершил гражданин, что привлекает к статье, да еще в составе преступной группы. Ну да, если не преступная группа, то и про стражу разговор по нему. Последний довод, 11. Ну, судья районного суда незаконно ограничила право участников, ограничила, не лишила судебного заседания на обжалование только в течение 3 суток. Ну, непонятно на основании чего. Да, при избрании, ну, это такой очень серьезнейший вопрос. Вот гражданин на воле, а вот сейчас будет решетка, да? Страшно. Но федеральный законодатель в уголовном процессуальном законе не устанавливал на данной другой стадии, на продление, такой короткий срок. И ровно на неделю меньше. Да, если это установило до утра и ночью бы все написали, но это не ее правомочия. Поэтому также прошу, это уже получается 3-я моя просьба, ходатайство точнее, вынести частное определение в адрес судьи Николаевой за такое ее беззаконное, незаконное точнее решение о сокращении срока подачи апелляционной жалобы. Ну, естественно, это как продление того, ну, ее дальнейшее поведение, я уже говорил, все это дело находилось все это время в нее. Полагаю, что постановление Басманного районного суда 13 ноября по делу номер 3/2-970/2019 необходимо отменять как незаконное, как необоснованное. Спасибо, у меня все. Спасибо. Далее адвокат Кузичев. Уважаемый суд,
Уважаемые участники судебного процесса, я поддерживаю те доводы, которые были изложены мной в апелляционной жалобе. Поддерживаю те доводы, которые были изложены в апелляционной жалобе моих коллег. Мои коллеги довольно-таки подробно изложили факты. И у меня в апелляционной жалобе указаны все те основания, по которым следует отменить решение Басманного суда. Но в своем выступлении, уважаемый суд, я бы хотел остановиться на таком моменте. Очень жаль, конечно, очень жаль, что мы в установленные законом сроки не получили мотивированные возражения от прокуратуры. А именно в обязанности прокуратуры, согласно статье 37 УПК, входит представление возражений на поданное апелляционное жалобы. Но мы данных возражений, к сожалению, не получили. Мы услышали в судебном заседании произвольное изложение положений статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса, который нам изложил следователь. Но, как правильно подметил мой коллега, процессуальный статус в данном судебном заседании, как участник судебного процесса, исходя из тех полномочий, которые указаны в статье 38 Уголовно-процессуального кодекса, мне, честно говоря, непонятно. И в суде первой инстанции, несмотря на то, что я не был участником данного судебного процесса, я был в другом процессе, но тем не менее, я был ознакомлен с его решением. Суд ссылается на мнение следователя, как полноправный участник судебного процесса. Опять-таки, данное вывод суда не соответствует положению статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса. И вот, выслушав вот это вольное изложение следователя без конкретных обстоятельств, у меня возникает вопрос, а для чего и для кого Верховный суд издает постановление Пленума Верховного суда, делает обзоры судебной практики. Вот в частности, то, что касается избрания меры пресечения и продления меры пресечения. Я уже останавливался на положениях Пленума 41 от 19 декабря 2013 года, а также положение Пленума 2016 года, в которые внесены изменения в данный Пленум. Вот там в пункте 21 четко сказано о том, что суду подлежит установить конкретные обстоятельства. А здесь мы в судебном заседании опять слышим от следователя о том, что у следствия есть основания полагать. Что значит основание полагать? Это означает, что у них есть только предположение, у них нет конкретных обстоятельств дела. Они не могут его суду представить. Этих обстоятельств дела я также не увидел в решении суда первой инстанции. Довод о том, что Дакир Заидинович будет продолжать заниматься преступной деятельностью. Извините, а он что, разве ранее судим? Нет, он ранее не судим. А что, в отношении Дакира Заидиновича есть приговор, вступивший в законную силу, который бы сказал о том, что он ранее занимался преступной деятельностью и будет ей заниматься в дальнейшем? Такого приговора нет. Более того, как уже указывали мои коллеги, исходя из тех материалов, которые есть, проявляется картина о том, что не только нет состава преступления, а нет и событий преступления. Так и непонятно, а в чем же обвиняется, как говорили мои коллеги, Дакир Заидинович? Почему суд не принимает во внимание о том, что Дакир Заидинович, который имеет постоянное место жительства, который имеет постоянную работу, у которого семья находится в Москве, который не намерен и никогда не намеревался скрываться от следствия и суда, а в данном случае были представлены документы о том, что и общероссийский паспорт, и загранпаспорт сданы. Следователь, тем не менее, следствие почему-то считает, что он может скрыться от следствия и суда. Чем это подтверждается? Я не увидел таких доказательств. И резюмируя свое выступление, потому что более подробно еще и другие коллеги будут высказываться, я считаю о том, что решение Басманного суда следует отменить и вынести новое решение удовлетворения ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей отказываться. Спасибо.
подавшие апелляционные жалобы выступили. Дагир Сергеевич, вы желаете участвовать в судебных прениях? Если желаете, то на какой стадии? На настоящей стадии, после выступления лиц, подавших жалобы, или после того, как выскажутся все ваши защитники? Да, я желаю после того, как выступят все защитники. В этом случае адвокат, пожалуйста, Я полностью разделяю доводы, которые поддерживают, которые звучат сейчас из уст моих коллег. И я разделяю эмоции. Вот, Галина Коваленко и коллеги Ижикова, которые также звучали здесь в выступлениях. Надеюсь, что и последующие еще мои коллеги высказываются на этот счет. И думаю, что действительно суд, на то и есть суд, чтобы разобрать все обстоятельства дела, обосновано или нет, оно возбуждено, обосновано или нет, избранная мера пресечения была изначально и в последующем поколении поддержана судом района. И печально, что, конечно, мы рассматриваем вот это сегодня дело за один день, фактически, до нового управления, 13 января, 15 января, очередное управление в Басманном суде. Вот это печально. Но это сказали мои коллеги. Я просто прошу это принять во внимание с учетом того, что, о чем просили суд, мои коллеги, ну, в частности, по поводу частного определения в адрес судьи районного суда. Спасибо. Спасибо за честь. В первую очередь я хотел бы сказать, что сочувствую стороне обвинения тем, что данная сторона не смогла предоставить конкретных фактов, которые позволял бы дальше находиться под стражей нашего уважаемого коллеги, адвоката Дагира Хасалова. По ним видно то, что они действительно, может быть, и в душе сожалеют, но тем не менее они вынуждены выступить в данном судебном процессе, вынуждены просто говорить какие-то определенных дежурных слов, что против, что возражаем, и все. Кроме данных слов мы в данном судебном заседании, Ваша честь, ничего я пока не услышал, никаких оснований, доводов по этому поводу. Касаемо, значит, тяжести данного преступления, есть у нас пленум Верховного суда, есть обзор Верховного суда. Данный обзор, данный пленум Верховного суда, о чем говорит, это как раз таки говорит о том, что дает пояснение не только для адвокатов, не только для прокуроров, следователей, но дает пояснение и судьям, которые, Ваша честь, будут впоследствии выносить те или иные решения, постановления и так далее по разным уголовным делам. Дает пояснение то, что да, Верховный суд предусматривает то, что да, может быть изначально при избрании меры пресечения может являться тяжесть основанием для избрания меры пресечения. Но в последующем, Ваша честь, Верховный суд обращает внимание судьям, то, что это не может являться основанием для продления впоследствии, только одним основанием продления впоследствии меры пресечения. Вот. Опять-таки, ссылаясь на позиции Верховного суда, нам говорит, нужны конкретные доказательства, уважаемый суд. То, что Дагир Хасалов может скрыться от следствия и суда, может оказать давление. Какие доказательства? Может, действительно он пытался, может запросить какие-то там документы, где может подтвердить, кто-то может подтвердить то, что Дагир Хасалов пытался
не знаю, скрыться от следствия суда. Нет никаких данных доказательств, нет никаких данных подтверждений. Почему это все повторяется в каждом судебном процессе? Может, а может и не может. Это что? Это судебный процесс. Мы тут не гадаем, Ваша честь. Это судебный процесс. Поэтому нужны конкретные доказательства, факты, подтверждающие о том, что он именно пытался совершить то или иное незаконное действие. Вот. И по поводу... В чем вообще его обвиняют? Его обвиняют то, что он принуждал Фатулаева давать ложные показания. Но, уважаемый суд, надо учесть то, что, во-первых, данный человек уже дал показания в суде, уже его показания приняты, и как он может принуждать дать данному лицу, чтобы он давал впоследствии ложные показания. И в последующем, в данном этапе, у нас данный процесс, Ваша честь, закончился. Все, по данному делу вынесено решение. Но сейчас-то какие основания держать Хасалова под стражей? На мой взгляд, никаких оснований нет. Как сказали коллеги, никаких неустановленных лиц по делу нету. Все лица находятся под присмотром. Та же самая мера под домашний арест. Да, уважаемый суд. И почему тогда вообще существует данная мера, если человек может скрыться от следствия и суда, если человек может оказать какое-то давление каким-то там иным участникам, свидетелям и так далее. Но, видать, если законодатели приняли такую норму, значит, есть контроль над этим. А если данного контроля нет, то тогда давайте вообще отменим данный пункт и не будет вообще никакого домашнего ареста или иного решения, не связанного с заключением под стражей. И поэтому, уважаемый суд, я считаю то, что да, действительно нужно изменить меру пресечения Дагиру Хасалова, не связано с лишением свободы. И, Ваша честь, принимая любое решение, любой сотрудник, любой судья и выносить какие-то постановления, прежде всего должен руководствоваться законом, но и немаловажным, Ваша честь, честью. Именно честью, достойно ли, правильно ли вынесено данное решение. Потому что, как говорил прошлое судебное заседание Дагир Хасалов, с ними сидят и сотрудники правоохранительных органов, которые на сегодняшний день жалеют, что они отступились от закона. Отступились от закона в том, что они поступили в рамках закона в отношении других граждан Российской Федерации. Поэтому здесь прежде всего нужно задать самому себе вопрос, виновен ли Дагир Хасалов, в чем его вина. И следующий вопрос. Они были бы довольны, они были бы согласны с тем решением, если подобное решение выносилось бы в отношении тех лиц, которые обвиняют Дагира Хасалова. Именно вот в рамках той позиции, которая у нас есть на сегодняшний день, именно в рамках того обвинения, тех доказательств, которые есть на сегодняшний день, уважаемый суд. У меня все. Спасибо. Спасибо, Ваша честь.